Здравствуйте! В эфире передача «Преступление, наказание, закон». В студии Галина Тимофеева. Сегодня в нашей рубрике «Вечная слава героям» ветеран тыла Федор Афанасьевич Кузьмин. Ветеран тыла Федор Афанасьевич Кузьмин родился 22 октября 1929 года в селе Чакыр Чурапчинского улуса, ветеран конвойной службы МВД Якутии, кавалер ордена Красной Звезды, старшина милиции. Во время войны многих его земляков отправляли на фронт. В эти страшные годы работали все, от мала до велика. Всю войну он проработал в колхозе родного Чурапчинского улуса. Большую часть продукции колхоз отправлял на фронт. Мать только одна была все, когда доярком работали. Я в колхозе работал, начался поймать все с Чакыра. Вот. Но Чакыра я закончил 4 класс, Чакырская, это начальная школа, и работал в колхозе все. Вот. Но во время войны я работал в колхозе Молотова. Вот. В общем, начало войны, конца войны я, в общем, работал и жил там. День Победы Федор Афанасьевич до сих пор помнит во всех подробностях. От радости он не знал, что делать. Бегал туда-сюда с криками «Победа! Победа!». Через год 16-летнему пареньку вручили медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Потом призвали в армию. Служил в гвардейском полку на Курильских островах. После демобилизации в 1952 году поступил в конвойный взвод МВД, где служил до самой пенсии. За плечами ветерана милиции Федора Афанасьевича Кузьмина 40 лет службы в милиции. За годы самоотверженной работы он удостоен ордена Красной Звезды, 17 медалей, занесен в книгу «Почта МВД ЯССР». Отмечен еще многими наградами МВД Якутии. С женой Надеждой Степановной вырастили 4 сыновей. В прошлом году сыграли бриллиантовую свадьбу. Несмотря на то, что уже подводит здоровье, Федор Афанасьевич держится молодцом. Он прожил большую, трудную, счастливую жизнь, которая должна служить примером для будущих поколений. 1 апреля Якутский отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции отмечал 23-ю годовщину своего создания. На плацу межмуниципального управления состоялось торжественное мероприятие, посвященное праздничной дате. Сегодня 23-я годовщина со времени создания отдельного батальона патрульно-постовой службы. За 23 года много произошло каких-то изменений, как в стране, но одно осталось неизменным. Это то, что отдельный батальон патрульно-постовой службы, милиции, сейчас полиции, был, есть, и я думаю, что будет самым, наверное, надежным, самой надежной опорой в охране правопорядка в городе Якутске. Успехов вам в работе и, как говорится, мирного неба над головой. Память погибших при исполнении служебного долга товарищей сотрудники ППС почтили минутой молчания и возложили цветы к памятнику героев. После мероприятия полицейские приступили к несению службы. На счету батальона огромное количество раскрытых и, что самое главное, предотвращенных преступлений, спасенное имущество, жизнь и здоровье людей. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых в разбойном нападении на мужчину. Ночью, в минувшую пятницу, житель Якутска возвращался пешком с работы. Он шел по улице Богатырева, направляясь на Халтурина. Вдруг из темноты показались 2 мужских силуэта. Парни догнали прохожего, и один из них, доставая из кармана пистолет, потребовал деньги. Прохожий оказался не робкого десятка и ответил, что денег у него нет. Тогда, передергивая затвор, налетчик потребовал отдать сумку. Но свою сумку молодой человек тоже не отдал, а вместо этого кинулся на утек. Пробежав примерно 5 метров, он оглянулся. В это время прозвучал выстрел. Разбойник попал потерпевшему в лицо. Здравствуйте, молодой человек, за что задержаны вы? А? Что? Пьяный ходил? А у меня такая есть информация, что вы на кого-то с пистолетом нападали. Да. Не поняла?
Да, есть такая информация. Нападали, да? А на кого? Мужчина. Только потому, что пистолет был травматический, мужчина остался жив и смог оторваться от преследователей. Он сразу же вызвал полицию. Злоумышленники были задержаны по горячим следам нарядом патрульно-постовой службы. При виде полицейских вся наглость у налетчиков быстро улетучилась. Они вели себя скромно и пытались отрицать свою вину. Однако изъятый у них пистолет сам по себе уже о многом говорил. Задержанные были переданы в руки оперативников отдела по раскрытию разбойных нападений и вскоре дали признательные показания. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Сыщики оперативно-сыскного отдела столичной полиции раскрыли мошенничество на 500 тысяч рублей. В феврале этого года оперативно-сыскным отделом была задержана организованная преступная группа, которая занималась именно мошенническими действиями на территории города Якутска. То есть злоумышленники находили объявление в интернет-сайте ekt.ru о том, что продается, реализуется большая партия мяса. Соответственно, они звонят на данный номер и, введя в заблуждение продавца, назначают встречу, допустим. Представляются сотрудникам каких-то определенных больших фирм. Злоумышленники в данном случае представились как представителями мясного двора, назначили там встречу. Потерпевший, не зная об этом, приходит в контору данного заведения, его усадили в определенное место, подожди директора, сейчас договор заключается, и в этот момент они увезли мясо у потерпевшего. В данном случае, опять-таки скажу, 2 тонны, немалый вес. Ущерб сколько составил? Ущерб составляет, по нашим подсчетам, сначала было 500 тысяч рублей, но в ходе проверки выяснилось то, что там мясо чуть поменьше было. Через пару дней данная группа была задержана оперативно-сыскным отделом. В данное время ведется следствие по данному факту. Сотрудники столичной полиции провели рейды по ночным клубам города Якутска. В ночь с 27 на 28 марта силами столичной полиции проводились рейдовые мероприятия с целью выявления фактов посещения несовершеннолетними ночных клубов. В ночном заведении «Перекресток» в 3 часа ночи сотрудники ПДН обнаружили состоящую на учете 14-летнюю девочку. А сколько лет? 14. Женя, ты с кем пришла сюда? Кто за тебя заплатил? Малолетних не пускаем Вот вообще. эта девочка, она с кем пришла? Она кого-то искала. Ты кого искала? Вот. Она пришла, сказала, я ищу, можно посмотрю, выйду. А так мы не пускаем. У меня везде вот камера. А за нее Малолеток кто вообще не заплатил, что пускаем. она пришла? Она не заходила, она кого-то искала. Она прошла, разделась. У нее же одежда Она там была, находилась я же уже в снимала зале. ее. Открывали там? Когда ты успела? Тебя же обратно выгнали, чтобы ты не заходила. Несовершеннолетнюю доставили по месту жительства. На родителей составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также был проверен ночной клуб «Вегас», где сотрудники полиции выявили, что только один охранник имеет должным образом оформленные документы. У второго оказалось просроченное удостоверение. Остальные и вовсе не имели документов, дающих право на осуществление охранной деятельности. Участковыми уполномоченными полиции составлено 4 протокола по части 4 статьи 20.16 Административного кодекса. Помимо этого, один из охранников сам оказался несовершеннолетним. В настоящее время решается вопрос о привлечении его родителей к административной ответственности. Также в ходе рейдовых мероприятий было выявлено, что в магазине «Аютинский» на улице Лермонтова, несмотря на многочисленные штрафы и предупреждения со стороны участковых уполномоченных полиции, продолжается бойкая торговля алкоголем в ночное время. Вот мужчина. Вот. Извините, пожалуйста, можете пакет открыть? Да, у меня пиво, да. Здесь, да, купил? Да, здесь. Ну вот, видите. Не установлено законное время. В Якутске существует несколько торговых точек, злостно нарушающих антиалкогольное законодательство, владельцы которых считают, что прибыль от продажи спиртного
покрывает расходы на штрафы. Все-таки городской администрации совместно с Министерством сельского хозяйства, наверное, пришло время задуматься над принятием радикальных мер и лишать лицензии на торговлю злостных нарушителей закона. В тот же день сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России Якутская был выявлен очередной зал с функционирующими игровыми автоматами по улице Аюнского. Несмотря на то, что владелец заведения в настоящее время еще только устанавливается, в зале чудесным образом появился его адвокат. В любом случае последствия будут, если вы разместите это видео. Мужчина категорически отказался назвать имя человека, интересы которого он представляет, однако уверенно качал права полицейским, пытаясь помешать ликвидации незаконной игровой деятельности, угрожал походом в прокуратуру с жалобами на полицейских. Несмотря на это, мы решили, что народ должен знать своих героев, в кавычках, в лицо и видеть, с какими трудностями сталкивается полиция, пресекая функционирование залов с игровыми автоматами и сберегая деньги лудоманов. В настоящее время по данному факту проводится проверка. На этом наша передача окончена. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Эйгин таптыбын дебетим Бұста қабыл жанан мен бардым Қарама түге қэ Эйі хэппеті хэбиппин Bir тылы doğru Аты бар туранын алану Сибекки тупутун кереспе Қарағын олара мен борбар Сыпсыластамақ болан түстілер Бұста қабыл жалан мен бардым Қараңа түге қэ Әйі хэппеті хэбиппин Bir тылы doğru Бұста қабыл жалан мен бардым Қараңа түге қэ Эйі хэппеті хэбиппин Bir тылы doğru